Вы знаете, точно я не могу сказать, но на записи смотрю. Срок годности до какого-то времени. Просроченные продукты? Ну, только там по строке, по этой этикетке я могу узнать все. А так, никак. А кто может определить? Я эксперт, что ли? Я же не товароведческий эксперт, правильно? Но я все время проверяю. Просроченных нету. Допустим, было такое, что у вас пищевые отравления случались? Или... Нет, такого не было. Понятно. Я не дура. Я просроченные не беру. Большинство опрошенных на улицах столицы душанбинцев верят в то, что определить качественный товар на прилавках магазинов можно по этикетке. Достаточно посмотреть на срок годности и покупать только продукцию известных брендов. Но делают они это зря, по словам работника оптовой компании, чьи сладости есть в десятках торговых центров столицы. У него собственная печать заводская на все продукты. Если товар конкретно не испорчен, там нету запаха и что-то, то пробивает сроки, продает. То есть со всеми товарами? Да, абсолютно со всеми. Фаридун, молодой человек, не хочет показывать лица, чтобы не потерять работу, успел поработать в 3 подобных компаниях. И везде, по его словам, одно и то же. Продать привезенную продукцию нужно в любом случае, чтобы не потерять прибыли. Исключение, когда она окончательно потеряла товарный вид или попросту сгнила. В одном из столичных магазинов мы купили всего лишь 2 пачки бисквитов. Это шоколадные и крем-брюле. Но оказалось, что шоколадные у нас уже просрочены 2 месяца как, и их приходится выбрасывать. У крем-брюле срок годности еще не вышел, но после того, как я потер цифры, они пропали. Как говорят эксперты, это значит, что он уже был однажды перебит, и этот продукт все же просрочен. Выбрасываем его. Поставщики, торговые центры и небольшие магазины продолжают обманывать жителей, несмотря на регулярные проверки и штрафы. Агентство «Таджикстандарт» только в 2015 году изъяло более 3600 тонн некачественных продуктов питания. Это низкокачественная, не отвечающая стандартам и просроченная продукция. Она была частично уничтожена, частично отправлена на переработку и использована в качестве кормов для животных. В большинстве это импортная продукция, пришедшая в негодность из-за неправильной транспортировки, хранения или просроченная. Чтобы избежать некачественной продукции, эксперты советуют не лениться, потереть срок годности. В случае, если все же возникли сомнения в качестве, можно попросить специальный сертификат. Любые пищевые продукты и товары для детей проходят проверку в лаборатории Таджикстандарта. Макаронные, зерновые и мучные изделия произрастают это все из земли, и поэтому мы особо тщательно проверяем на радиоактивность. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.